планирует семью. Там демография сдвигается к нулю. Ну, вот еще один аспект. А почему не принести на стол разорванных в утробе младенцев? Это тоже очень сильный экспонат медицинский. Я думаю, не слабее луковицы, порошей матку, да, и как бы словесная эквилибристика там, ну там внутри-то не ребенок, это плод, это эмбрион, а потом он плод, а когда он становится ребенком, вот когда он начал дышать внешним кислородом. Но, однако, все равно как теория демографического перехода является собой бред, а просто есть общая тенденция многодетности через малодетность, к однодетности и к бездетности, и к вымиранию. Точно так же и тут. Значит, нету никакого дихотомного деления на дышащих внешним кислородом, и нет. В тот момент, как принята идеология, что человеческое существо, растущее в утробе, но оно человеческое, не лягушка, не зверушка, и не такая-то самая мурашка. Значит, оно не человек на самом деле, так уже, скажем, в штате Калифорния совершенно официально постнатальный аборт до 28 дней. Можно не сомневаться, что это тренд, у него есть теоретические основы, они разработаны в одном из этих, значит, политехнологических институтов по вынищению населения в Британии, там мозговые центры. И там, значит, еще 1,5 десятилетия назад изучалась тема постнатального аборта. А вот не успели, гад появился. Ну так что, упускать гада? Вернулся на свою территорию, враг, мы вот там пристрелим. Вот, значит, и уже в штате Калифорния официально 28 дней постнатальный аборт. И медсестры, которые после аборта подсчитывают и смотрят аккуратненько, складывают ручки, ножки, всякие части человеческого тела, что ничего там не забыли, ну иначе там будут тяжелые последствия, сепсис и т.д. Надо все почистить. Вот он смотрит, что все там. Это очень хороший экспонат. Вот его бы принести министру, чем там луковицу из матки. Всякое бывает, да. Мы не видели психиатрическую карточку женщины, кто там луковицу нашли. Вот. Это как бы такие моменты. То есть всегда бьют в одну сторону. Соответственно, выведение аборта вне закона, как в Советском Союзе 1936 года, оно достигает того, что рождается много детей, да. Проблема в том, что те, кто стоят стеной и космическими войнами за аборты, они стоят не за реальный государственный интерес. Они стоят не за реальные права женщин. Они стоят за свое идеологическое видение, в котором аборты являются неотъемлемой частью. И где мы это видим в очень интересном моменте. Было в Сталинском уголовном кодексе статья за понуждение к аборту. Кстати, был и аборт по медицинским показаниям, он сохранялся тоже, оно там претерпевало разные изменения. Вот понуждение к любому аборту было уголовным преступлением. Во всем Советском Союзе, в каждой республике по-разному, и в некоторых до начала 70-х годов. Несмотря на то, что запущена была абортивная вакханалия со времен Хрущева. И вот была статья за понуждение к аборту. Она тормозила. Потому что фактически в условиях полной свободы аборта и назначения по медицинским показаниям до конца вообще срока беременности. И какие угодно медицинские показания можно придумать. Да? Например, те же самые, значит, УЗИ-диагностика. При опасении в 5%, что будет какой-то, значит, врожденный дефект, начинают социомедработники давить на женщину, чтобы она делала аборт. Это на любом сроке. То есть 95 детей, даже по официальной информации, никто не отслеживает. Должны родиться нормальными, здоровыми, но вот кто-то увидел, что 5% называется, это уже серьезный риск. Так вот, статья понуждения абортов, она тормозит вот это все. Когда нет такой статьи вообще в законах, фактически решение об аборте принимает вовсе не женщина. Она принимает его под давлением всех, у кого есть на нее ресурс давления. А ресурс давления есть у всех, для кого и ребенок будет нежелателен. Начиная от сожителя в том или ином социальном статусе к ней,
больше, чем сожителем назвать как-то трудно, да, такого. Вот, через родню, которая не хочет прописывать, через работодателя, через куратора в вузе, через кого угодно. И, соответственно, тоже медработники, которые не хотят, чтобы, ай-яй-яй, родился ребенок, значит, там с предполагаемым дефектом. Бог весь как предполагаемым. Так? Ну, это как в науке говорят, пока диссертацию не защитишь, Да. значит, никакого Всё замуж, никаких детей. Да, все еще. Потом нет ребенок. ни диссертации, ни детей, ни мужа. Ну и кончается детородный возраст, и все как бы дела. Да, значит, все, кто имеет ресурс давления, фактически это ее решение. И вот мы видим интересную вещь, что происходит в концепции семейного насилия и прав женщин. Значит, концепции закона о семейном насилии, может, как раз это даже уже где-то у нас и протащено было. Не было протащено только все, что касалось там, ну, этих извращения полов. Это вот остановили. Остальные там, значит, вот муж отказывается давать жене, скажем, деньги на продолжение образования. Это насилие. А если муж говорит, иди, пойди, выкинь ребеночка, это не семейное насилие. И более того, это признано на официальном уровне. Так, например, одна из главных акушер-гинекологов, конкретно в телевизионной программе, так сказать, миллионам зрителей, или сколько там смотрят телевидение, говорит, да, это серьезное решение, это решение женщины, это решение семьи. Вот решение семьи, не дамо денег там на продолжение образования или другие важные вещи, это насилие. А решение семьи нет ребенку, это решение семьи. Где там права женщины? Что будут делать с ее телом? Так, ведь она, так сказать, сторона страдающая в плане, значит, последствий всех страшных, которые в этой процедуре. Переводим на русский. То, что ведет к деградации, к уменьшению нации, это хорошо. То, что позволяет нации выжить, развиваться, это плохо. Ну, собственно, да. Подождите, запрещается, есть 185-я статья, противозаконное понуждение. В принципе, она как бы отвечает понуждению к абортам, но один взрослый человек понуждает другого. Но это чисто, это юридическое ерничество сказать, что она решает все проблемы. Ну, исходя из этой статьи, собственно говоря, был положен конец коронабесию в республике, и было, значит, пояснено, что принудительное намордование и принудительная вакцинация, тем более экспериментальным препаратом, да, она, значит, противозаконна. Вот. Но тут кто как что будет толковать. Поэтому в советских законах конкретно речь шла о понуждении к аборту. Там такой уровень взаимодействия, где, естественно, 185-я статья, по сути, она неприменима. Там. Туда ее уж точно не просунешь. Вот, никак. Должна быть отдельная статья, хотя бы. И тогда бы поняли женщины, что это действительно решение должно быть всецело их. А когда главный акушер-гинеколог говорит решение семьи, ну елки-палки. Вот. Ну, так она приходит, ей говорят, у вас родится ребенок урод. Он будет там ненормальный, неразумный. Вы будете с ним всю жизнь мучиться. Надо учитывать такой еще фактор, что при Сталине было уровень пьянства в 2 раза ниже, чем в царской России, и в 10 раз ниже, чем вот уже, ну, чем в России в 21 веке. Ну, соответственно, ведь откуда уроды берутся и люди с дефектами? Это Пьянство. в основном, да, идет пьянство. Ну, а сейчас добавилась наркомания. Кстати, при Сталине наркомании вообще не было. Не знали, что это такое. Да, то есть не было, потому что не было мафии, наркомафии. И вообще не было такого понятия, как вот это наркомания и тому подобное. Ну, наркомания – это часть организованной преступности. Да, то есть развитие вот этих пасок. Тогда просто не было Да. организованной Да. преступности. Да. Тогда на борьбу с коррупцией выделялось одно кладбище. Да, и вот получается, что вот эти пороки, они фактически ведут к мутациям в организме у ребенка. Тоже курево, те же наркотики, тоже пьянство. Ну вот поэтому получается дефектные детки. Ну, это отдельный вопрос, как Да. бы, да, непрерывно растет процент детей, родившихся с дефектами. Вот, это отдельный, как бы, момент. Ну, так, чтобы деталь такая, люди не задумываются, да. Вот было
очень интересная статья в современной газете «Медицинский вестник» одного из известных медицинских, значит, авторов, да, публицистов, можно сказать. И он пишет, что, ну, это вообще смешное понятие, ведь диагностика. Диагностику делает врач. Теперь подумаем, значит, вот этот, ну, по-нашему ребенок, по-ихнему плод в утробе, да, он весь величиной, значит, когда его там просматривают, он весь меньше сердца или меньше почки взрослого человека. То есть, если на сердце и на почке мы там, что мы там видим, а там во всем его организме, и вот так, как бы точно. Так вот, на самом деле, вероятность определяется 5% вероятность. Больше 5% это уже, значит, вот, все, так сказать. В тот момент, когда сам аборт вне закона, и в тот момент, когда право женщины на защиту своего тела защищено статьей о понуждении к аборту, тогда уже более предметно рассматривается вопрос внутриутробных дефектов. И вот этот момент, он как-то должен быть ясен, ну, всем, в том числе тем, кто не стоит на... Ну, в конце концов, коммунисты, сидевшие в ЦИКе, да, которые принимали решение 1936 года, да, но там все-таки не было, как мы вот в нашем клубе сегодня, католик, православный, иудей, да, это все-таки были коммунисты и большевики там все, да. Сталин там был самый, можно сказать, традиционный выпускник православной семинарии. То есть они, именно перед ними стояло государственное видение. В аспекте возвращения лицом к традиционным религиям, конечно, и ценностные установки самого Сталина, и, в общем-то, видение такое всемирно-исторического значения победы советского народа над абсолютным злом. Оно, конечно, сыграло свою роль тоже. И вот эти вещи, они взаимодействовали успешно. Но смерть Сталина, собственно, оборвала вот эту линию развития. Потому что стояла задача не просто сохранения государства, стояла задача сохранения нации, развития нации. Есть рождаемость, есть нация. Нет рождаемости, нет нации. А это все начинается не с благосостояния. Оно начинается из головы. А голова начинается с вот такого возраста, с маленького ребенка, которого вводят в детский садик. И вот как его там воспитают, так потом и будет. То есть нельзя недооценивать важность начального образования, дошкольного образования. Оно не просто важно. Оно критически необходимо для того, чтобы сохранить нашу нацию. Так более того, я даже помню, скажем, в советское время, вот, скажем, малые дети, да, ну, я в детском саду не был, как бы, но книжки детские всякие, да, и в школе, в младших классах тоже, вот всегда идет разговор. Вот братик и сестричка, или братик, сестричка, там, ну, старший, младший, вот как ты, как... То есть установка, как бы, была, что вот вокруг ребенка дети, да, а сегодня установки ты себя анализируй, себя, реализуйся, вот давай там реализуйся, анализируй, вот ты вот чеши репу так или чеши ее так, и все, какие там братики и сестрички. Вот. И очень интересный момент. Фонд ЮНИСЕФ, с которым соглашение о сотрудничестве нашей республики с 2007 года, да, и вот мы были на выставке, да, на публикации фонда ЮНИСЕФ. Да. С вами были, Александр Степанович. Где-то до начала 2010-х годов, там, значит, книжечки всякие, ну, которые там обо всем хорошем вроде, да, там конкретно девочки, мальчики, очень опознаваемые девочки с косичками. Папы и мамы тоже очень опознаваемые. Зайчики. А потом, с середины прошлого десятилетия, идут только бесполые какие-то, ну, такие несущие на земле твари. Солнечные зайчики. Солнечные зайчики, отдаленно напоминающие каких-то зайцов, а взрослые дети Они различаются случайно не гуляют там. по размеру. Наверное, нужно вспомнить, что организацию планирования семьи придумали в Германии при Гитлере. И работала она не на территории Германии, а на территории стран противников. Ее забрасывали в первую очередь в Англию, во Францию. Уточню немножко, как специалист в этой области. Значит, существует сегодня вообще международная организация планируемого родительства, она так изящно называется. А политехнологическим методом на славянские языки переведено как планирование семьи. Но все славянские языки. Вот. А оно вообще называется родительство, а не семьи. Никакой семьи быть не должно по определению. И она проходила всякие трансформации. Значит, до
Второй мировой войны называлась по контролю над населением или по контролю рождаемости, по контролю популяции. С времен Второй мировой войны, ну, немножко сменили, не вполне. Вот это Маргарет Сангер, которая, собственно, была американка германского происхождения, Зангер, да, Маргарита Зангер. Значит, она была, ну, сказать, провидцем и создателем вот этой организации всемирной в довоенные годы. И действительно, опыт наработок, он был сильнейшим образом гитлеровской Германии использован в отношении, и, собственно, в плане ОС тоже про эти все вещи говорилось. Например, в комментариях известных Эрхарда Вецеля сказано, что надо вести, что произведение абортов не должно считаться нарушением врачебной этики. Такие настроения были среди советских врачей, да? Что это не, врачебная этика не включает произведение абортов. Надо объяснять, людям объяснять, сколько хорошего полезного они могут приобрести для себя на те деньги, которые идут на прокормление детей. Открытым текстом. Так вот, зайчики, так, и, соответственно, тут уже нету, каких братиках, сестричках может идти речь, я седаю на рисунках, их нет. Ну, вот зайчики, я думаю, здесь еще немаловажную роль играет та... Но это не совсем зайчики ушастые. Да. Это как Да. зеленые змеи, Да. абстрактные. Вот, Мы их называем зайчиками. я думаю, что здесь немаловажную роль играет гендерная концепция, что нету только мальчик и девочка, а Да. есть и такие, и сякие, и трансвеститы, и какие-то там еще 70 гендеров, или сколько их там. И вот эти зайчики, вот они олицетворяют. Александр Степанович, вспоминаем ваши, скажем так, разобранные, расследованные вами куропаты. Там, где немцы убивали людей, там стреляли, там загоняли в землянки, взрывали. Значит, оказывается, в Минске была специальная организация фашистская, которая занималась выбором оптимального уничтожения людей. То есть группа. То есть они пробовали, а что будет, если сделать укол воздуха? А что будет, если его в душегубки повозить? А если его утопить? А если повесить? А если застрелить? А если взорвать? Что наиболее эффективно? И в конечном итоге они пришли к выводу, что все это не так эффективно, как то, если люди просто не будут рождаться. Да? В конечном итоге они пришли к выводу, что проще просто не рожать. И вот то, что пытались сделать нацисты тогда, тех нацистов давно уничтожили. Гитлера давно там, господи, застрелился, спалили, там сгнило все. А дело их живет. А дело-то живет. Да? Значит, продолжается вот это вот уничтожение нации. Вот что страшно. Короче, И все это находится в голове. То есть, если сможем воспитать маленьких деток, маленьких, вот самого маленького возраста, чтобы дети хотели трудиться, чтобы они хотели, значит, вырасти большими и любить, значит, рожать, работать, все будет хорошо. Будет нация крепкая, сильная нация. Если мы потеряем это, все. Ну, и я так, подводя итог, хотел бы сказать, что мы здесь обсуждаем уже почти час, и мы видим, насколько вот эта гигантская фигура и Сталина, насколько советская власть была в этом вопросе компетентна. То есть мы просто недооцениваем то время, недооцениваем мудрость тех людей. Вычеркнуто из образования Да, государственников. да. Реальный опыт. Нам просто ее вычеркнули, вот эту историю, чтобы подменить ее вот этими новыми нарративами либеральными. Либерастическими. Да. Но если Макаренко признали лучшим педагогом тысячелетия. Поэтому я считаю, что эту тему надо изучать, надо доводить людям, надо показывать истоки, а не то, что нам сейчас предлагают, всучивают непонятно каким соусом. Ну, я думаю, что когда-нибудь мы соберемся и еще продолжим вот эти темы обсуждать. То есть жить нужно своим умом, Безусловно. своими традициями, Безусловно. Итак, по Макаренко хочу своими заключение. национальными ценностями, а не то, что тебе почему-то за бесплатно пытаются всучить какие-то С инофонды. приплатой. Да, которые дают деньги, только вот не рожай.
Ну что, я думаю, на этом мы закончим. Я думаю, даже мы сейчас анонсируем, я бы предложил тему следующих заседаний, среди прочего. Как извирали в 80-е годы в рамках катастойки. Ведь ее конец не видели. Интересно в сами эти моменты, как делали все, чтобы скрыть реальный опыт строительства советского государства, все извернуть, извратить и, собственно, Ну, здесь я могу уничтожить государство трудящихся и разогнуть западную сторону. Мы сегодня знаем, как сказал Яковлев, ударим Лениным по Сталину и т.д. И вот интересно будет проанализировать, как оно вот тогда in real time происходило. Это будет очень интересно. Безусловно, полностью поддерживаю. Ну что, Соберемся с Божьей помощью на новое на этом заседание. До свидания, до новых встреч. Всех с наступающим праздником С праздником. католиков, с Рождеством. И с общегражданским Новым годом. Да. И с наступающим будущим Новым годом. Где Инофонд планирует семью, там демография сдвигается к нулю, где над людьми возвышен Бафомет, там Бога нет и правды тоже нет.